Сегодня у нас публичный семинар по анализу текстов. Та работа, которую мы ведем в школе социально-философской аналитики традиционно, нетрадиционным является, пожалуй, только то, что в этот раз мы будем выступать не в нашем узком коллективе, а в более широкой аудитории, ну и тем самым представлять работу, которая ведется в нашей школе. Пожалуй, для нашей школы это, наверное, одна из самых характерных форм работы, которая отличает ее от более каких-то традиционных форматов, которые есть в других школах. Поэтому мы решили, что не будем долго выдумывать, а, в общем-то, представим то, что мы и так делаем. Что подразумевает собой семинар по анализу текстов? Сделаю небольшое пояснение для тех, кто так или иначе пришел послушать нас впервые. Мы в рамках нашей школы поставили для себя такую изначальную установку, что школа ориентирована на людей, которые учатся правильно читать, анализировать тексты, посвященные так или иначе различным аспектам жизни общества. И сами учатся такие тексты писать. Причем писать не журналистским образом, не каким-то собственным эссеистическим образом, а вот аналитическим. И так у нас уже в практике повелось, что на этих семинарах мы обсуждаем либо тексты самих участников школы, как сегодня мы это будем делать, тексты написаны участниками нашей школы, либо же мы обсуждаем тексты других авторов, так или иначе известных в нашем публичном пространстве, и по возможности их стараемся приглашать к себе, чтобы обсуждать не заочно, а в их присутствии. Я немножко поясню, опять же, для всех регламент происходящего у нас есть. Прежде всего, сами статьи, которые предварительно даются для прочтения присутствующим, они обсуждаются у нас не с точки зрения самого содержания. То есть мы не будем обсуждать те проблемы, которые так или иначе поднимаются в этих работах. Нас будут интересовать немножко другие вещи. И поэтому в контексте обсуждения, я надеюсь, мы именно на эти вещи и будем обращать наше преимущественное внимание. Какие же это вещи для нас важны в первую очередь? Ну, во-первых, мы будем обращать внимание на то, насколько, во-первых, текст актуален для нас здесь и сейчас. То есть, насколько проблематика, поднятая там, так или иначе востребована сегодня и так или иначе, может быть, апеллирует к важным темам для современности. Ну, маленькая, правда, у нас оговорка, что мы изначально, планируя этот публичный семинар, все-таки постарались сделать эти темы актуальными. Во-вторых, это то, насколько тексты, которые мы обсуждаем, они входят в социальный контекст, то есть насколько они могут быть прочитаны именно как слово, обращенное к обществу, и слово, посвященное обществу. То есть так или иначе поднимают те проблемы, которые касаются в той или иной степени всех и каждого из здесь присутствующих, и которые должны что-то сказать читателю такое, что он, по-видимому, мог и не знать. Третий момент – это, собственно, аналитичность высказывания, то, что мы тоже обычно оцениваем. То есть, насколько те тексты, которые пишутся, скажем так, подходят под тот критерий аналитичности, который мы для себя
установили. Он у нас тоже еще достаточно рабочий, подвижный. Я его чуть позже озвучу, чтобы все тоже могли как-то сравниваться с тем, что мы называем аналитикой и аналитичностью. Но это для нас тоже предмет разбирательства по отношению к тексту. Ну и последний, может быть, аспект — это то, насколько текст уже написан хорошо с точки зрения стилистики или каких-то возможностей достучаться до своей аудитории. Вот это скорее поэтому семинар по анализу текстов не с точки зрения содержания проблемы, а с точки зрения формы того, что сделано, как это сделано и как это, в общем-то, донесено. И поэтому я надеюсь, все участники нашей школы, которые так или иначе не задействованы были непосредственно в написании текстов, помогут нашим авторам лучше разобраться с их собственными текстами, как их можно читать. Я сделаю такое еще предварительное замечание, что несмотря на то, что семинар публичный, все же основной контекст обсуждения будет происходить между участниками самой школы. Остальные присутствующие могут задавать какие-то вопросы или делать комментарии по ходу, если это важно для вас. Но, собственно, уже в саму дискуссию по возможности не включаясь. И то, что я еще напоследок обещал сделать, озвучить то, что мы называем аналитичностью по отношению к тексту. Я думаю, это важно будет как для самих участников дискуссии, так и иначе мы каждый раз это восстанавливаем, соотносимся, так и для тех, кто про них услышит впервые, чтобы у нас было какое-то общее пространство говорения, общие файлы, так сказать. Итак, у нас есть таких 4 основных признака. Они, конечно, не всегда совпадают, не всегда присутствуют. Мы это уже на разных текстах убедились. Много еще зависит и от жанра текста, и от аудитории. Но более или менее они так или иначе фигурируют у нас в качестве критериев, по которым мы оцениваем аналитичность высказывания. Итак, первая позиция — это присутствие, обозначенное и выраженное, противоположных точек зрения на проблему, альтернативных взглядов на спорный вопрос, мнений разных сторон, то есть то, что называется нетенденциозностью собственного взгляда автора. В определенных рамках это может игнорироваться, когда текст заведомо написан в таком публицистическом и полемическом залоге. Но в общем и целом аналитичность высказывания претендует на то, что автор старается учесть все позиции и не склоняется в сторону пропаганды или риторики только какого-то одного типа. Второй момент – это рефлексивность позиции автора по отношению к собственной точке зрения на проблему. То есть, когда автор сам старается выявить слабые и сильные стороны своей аргументации и так или иначе подкрепляет свои какие-то свои суждения соответствующими доводами в пользу. Третий момент – это проведение новых развлечений. То есть не просто банальное описание какой-то ситуации или проговаривание уже известного, но попытка именно провести новые дистинкции, новые развлечения, альтернативные термины предложить, возможно, для понимания ситуации. Но в любом случае обозначить какой-то иной взгляд на проблему, чем это традиционно, банально обсуждается по поводу некой темы. Ну и, наконец, последнее, что мы обычно выделяем, это аргументативность, то есть она со второй позицией во многом взаимосвязана. Аргументативность – это то, что позиция, заявленная автором, она всегда должна подкрепляться какими-то аргументами, а не только доводами эмоционального или какого-то другого чисто эстетического плана. То есть аналитическое высказывание, оно все-таки претендует на
то, чтобы быть осмысленным, и на то, чтобы быть убедительным в плане доказательности. Но вот это то, что мы обычно связываем с аналитичностью, и то, что вы будете слышать, когда будете слышать про аналитичность высказывания, это вот про это. Хорошо, тогда переходим к нашему обычному режиму работы. Вначале пару слов буквально мы обычно даем самому автору для любых пояснений, какой автор пожелает сделать по поводу своего текста, что было там важно ему донести или не донести, что было сделано, чего было не сделано. Короче, все, что автор пожелает нужным сообщить в начале, а потом, собственно, приступаем к обсуждению. Ну, наверное, да. Можна питаннячка? Да. Я правильно розумію, що зараз якби весь семінар буде в этом формате? Ці буде некая частка, концы непосредственно на рефлексию школы? Ну, вообще-то у нас всегда было предусмотрено, что рефлексивное занятие происходит в следующий раз. Ну, то есть мы два занятия проводим, одно в режиме презентации, второе в режиме рефлексии. Ну, посмотрим, если у нас останется время, можем какую-то рефлексию начать уже и сегодня. Но это будет определяться временем, которое у нас будет потрачено, собственно говоря, и когда мы закончим основную часть. Вот, хорошо. Ну, тогда, наверное, Анастасия, начнем с вас. С моего текста, да? Ну, в общем-то, да. Тем более, что-то Ольги я еще пока не вижу. Работает. Нет. Ольги Грейник. Это ее текст? Да. Прошу прощения. Поэтому... На самом деле, как бы тема не настолько близка и настолько интересна оказалась, как я писала. Но выбор был невелик, какие-то две темы, я выбрала эту. Вот. И я себе даже в названии уже дала такой путь к отступлению, называю это вольными рассуждениями, потому что как бы текст не претендует на какую-то глубокую аналитику или там, структурированность какого-то анализа, то есть это просто какие-то вольные рассуждения, мои мысли, которые в начале текста они идут в какой-то одной схеме, потом они, ну, как бы я уже вижу на листовке, они уходят немножко в другую сторону в конце. Но, в общем, как бы получилось то, что получилось, и то есть написано было быстро. Вот. Можно уточнить время? То есть темы назначаются или вы Ну, как-то были сами? две темы на выбор, да, то есть как бы мне не были настолько как бы, ну, не лежали так к сердцу эти темы, да. Ну вот из этих двух я выбрала вторую, потому что ну как-то она более, ну она вообще более избитая тема, всем понятно, да, и как бы анализировать ее как-то уже сложно на самом деле. Вот, то есть, ну и как бы я попыталась просто свои какие-то мысли выразить по этому поводу. Ну, в этот раз я поясню, мы поскольку готовили презентацию школы, мы все-таки решили ограничить множество тем какими-то несколькими для наших авторов. Но это тоже был своеобразный вызов для их способности писать текст. Ну да, то есть, как бы проще писать на тему, которую ты, то есть, как бы, в которой ты разбираешься, ты что-то знаешь, и на которую ты уже думал 1000 раз. А когда тебе предлагают какие-то конкретные, ну, немножко сложнее, чтобы так собраться и что-то родить. При этом, как и предполагалось, вот, кому текст будет адресован, да, какой целевой аудитории, условно? Ну, это вы к автору спрашиваете. Ну, это каждый автор уже как-то... Да, на самом деле я абсолютно не предполагала, какую аудиторию будет ориентирован текст. Текст написан абсолютно эгоистически, то есть просто, что как будто бы я хотела почитать. Вот так. То есть он не был ориентирован какой-то целевой аудитории конкретно. У меня технический такой вопрос. Насколько все присутствующие участники, по крайней мере, школы читали предварительно, имели возможность прочитать предварительно текст, просто по техническим причинам они были только сегодня заявлены? Что первые 2,5 страницы я успел прочитать. Ну там всего-то было 2 страницы. А аналитичность? Половину я прочитал. Я просто к чему веду? Может быть, тогда имеет смысл, если мало кто успел их посмотреть, зачитать просто текст. Я понимаю, что на слух это будет восприниматься хуже, чем в письменном виде. Но в любом случае это лучше, чем ничего, чем слушать то, о чем никто даже не имеет представления.
Ну, Как было еще? бы хорошо, конечно, чтобы как-то остальные тоже немножко, по крайней мере, У если нас есть? не А могут. можно вас попросить почитать текст? Ну, могу и я, просто мне так Ну, я дается. Это было бы неправильно. Можно на девайсе. Все-таки автор должен читать свой текст Я сам. очень плохо читаю, себе я что-то свое. Ужасно. Ну, выдержим. Ну, я почитаю. Хорошо. Да, очень хорошо получается. Да блин, Паша, да блин. Хорошо, я постараюсь так, чтобы все могли расслышать. Вольное рассуждение по поводу акции «Марш нетунеядцев». Прошедшие не так давно марши нетунеядцев, за которыми дружно следила чуть ли не вся страна, оказались, на мой взгляд, явлением несколько странным, принимая во внимание предыдущий подобный опыт общественного протеста. На мою память сразу приходят протестные акции автомобилистов против введения госпошлины автомобиля в 2013 году. И подобные акции той же аудитории против повышения цен на бензин 2 годами раньше. Чем закончились данные протесты? Единичные штрафы, молчание сверху и постепенное затухание недовольства. В конце концов, ко всему можно привыкнуть. Если у тебя не отбирают последние, тебе еще есть что терять. Однако нынешние марши против налога на неясно продемонстрировали большую настойчивость низов в порыве выразить свое мнение по данному поводу. И как ни странно, в данном случае власти отреагировали весьма лояльно. Запрос был принят, и было обещано пересмотреть закон и внести поправки. С одной стороны, это можно рассматривать как некий успех в борьбе гражданского общества за свои права. Если сравнивать данные протесты с большинством других по модели Парсонса, то, в отличие от предыдущих посылов общества к властным структурам, где он был блокирован прямо на входе, посыл нетунеядцев хотя бы смог войти в так называемый блок политической системы, и на данном этапе ожидается, что будет на выходе. Однако, учитывая низкую компетентность тех, кто должен отвечать за разработку законопроектов, правовую и социальную аналитику, не следует ожидать, что на выходе будет качественный законодательный продукт. Поэтому сама система, даже при ее видимом наличии, не выполняет своих прямых функций и, по сути, является фикцией. И если мы попробуем проанализировать все политические, социальные процессы в этой конкретно взятой стране, то термином «фикция» можно писать многое. Это функциональный конструкт, который настолько изолирован от реальности, настолько замкнут сам в себе, что вместо выполнения своей функции, сталкиваясь с реальностью, сам становится проблемой. Или в лучшем случае остается просто бесфункциональной имитацией. И адекватно бороться с данными фикциями не имеет большого смысла просто потому, что они замкнуты сами в себе, и внешняя логика не может вписаться в эту замкнутую систему, а потому не может опровергнуть ее. Можно привести простой пример не из наших реалий. В Великобритании, чтобы получить вид на жительство, нужно иметь договор найма жилья. Жилье можно оплатить только с банковского счета, а счет открыть можно только имея место жительства. Такими фикциями сплошь пропитано все общество во всех сферах, а в авторитарных режимах особенно. Это такой своеобразный кафкианский мир, в котором бороться против абсурда можно только такими же методами. Или не бороться вообще, выйдя из системы двоичного кода, как предлагал Бодрияр, тем самым подрывая само существование этих фикций. Так почему же на марше нетунеядцев был лояльный ответ от властей? В общем и целом, исход данных маршей можно было разделить по следующим логичным сценариям. Первый. Стандартная реакция властей с использованием методов разгона, задержания и идеологического осуждения. Второй. Лояльная реакция с заявлениями пересмотра закона. Но это было бы вполне логично, если бы данная стратегия лояльности была принята в целом, с учетом идущих переговоров с МВФ. Однако мирное шествие на День воли, которое вовсе проходило без всяких лозунгов, шоссов и даже лидеров, было разогнано абсурдно жестоко. И эта абсурдность никак не вписывается в лояльную реакцию на марш нетунеядцев. То есть политическая линия поведения не прослеживается вообще. Какой из этого можно сделать вывод? Если поведение власти настолько нелогично, то либо она слишком хитра в своих решениях, либо в принципе хаотична. Рискну предположить последнее. И это нужно отметить самый печальный диагноз. Потому что непредсказуемость, хаотичность, отсутствие четкого политического курса, стратегии, зависимость от случайного стечения обстоятельств и запрятывание своей ответственности вскрывает ее полную некомпетентность. С одной стороны, декрет о тунеядстве можно банально рассматривать как желание пополнить госбюджет и вытянуть из теневого бизнеса хоть что-то.
Однако в более глубоком смысле можно рассмотреть данный закон как часть всемирного императива обязательной вовлеченности всех индивидуумов в отчужденный и бесконечный производственный процесс и, соответственно, процесс потребления. Поскольку безработный или живущий на случайные доходы человек частично выпадает из процесса производства, а следовательно потребления, то он становится вне общепринятой системы. А это, в свою очередь, чревато тем, что в конце концов выпавший элемент начнет приобретать какую-то независимость от системы, тем самым подрывая ее. И если таких элементов становится много, то это представляет опасность не только для экономической сферы, но и для идеологии в целом. И тому имеются многочисленные примеры. Оторван от тоталитарной системы труда слой населения теряет страх перед этой системой и сам собой является примером альтернативы социального репрессивного императива. Поэтому на глобальном уровне с этим отслоением борются все государства. Более развитые насаждением массовой культуры потребления, где человек, выпадающий из тоталитарной системы труда, теряет возможность пользоваться миллионами благ и развлечений, ставшими как бы обязательными в обществе. В менее развитых государствах, где человек и так не в состоянии полноценно и добровольно пользоваться благами, которых попросту недостаточно в сравнении с более развитым миром, принуждение каждого к труду происходит более радикальным способом, законодательным или силовым. Сложно сказать, какой итог будет у пошедших маршевых тунеядцев, но с уверенностью можно предположить, что так или иначе государство не откажется от своей стратегии. Спасибо. Ну хорошо. Соответственно, текст мы так или иначе послушали. Надеюсь, кто-то готовился еще дома, поэтому можем начинать обсуждение. Кто бы хотел начать? Ну, поскольку вспомнили мою фамилию, я бы мог сказать пару слов. Больше. Как бы за этот год, вырабатывая и изучая эти техники все, у нас, скажем так, нарабатывается определенный слог и стиль подачи, скажем, текста, и в том контексте, в том жанре, который он серьезно, значит, подается. То есть мы с этих позиций пытаемся, в общем-то, в этих рамках как бы для себя сравнивать и сопоставлять и пытаться найти какую-то, может быть, или альтернативу, или, скажем так, согласиться полностью с высказыванием. Однако мне показалось сразу, вот, что бросается в глаза, вот уверенность в некоторых аспектах, которых на самом деле автор может быть, ну скажем так, с позицией вот этой культуры, скажем так, этого этоса, скажем так, может быть не совсем права, поскольку как раз таки очень просто начать жизнь в западном обществе европейском достаточно только лишь вашей договоренности с квартиродателем, подписать с ним контракт, и это основание вашей прописки в социуме, получение всех необходимых документов и открытие банковского счета и, скажем так, постановки там на учет по поводу работы и выстраивание, вот, скажем так, своей деятельности и жизни. Это первое, что бросается в глаза, вот это вот несоответствие вот, информации, которую я услышал. Ну как, я на самом деле читала такую историю, поэтому я ее... Ну, это может быть, скажем так, я думаю, что может быть какая-то устаревшая информация, если мягко так скажем. В любом сейчас обществе вы можете приехать, заключить с человеком, который сдает жилье, договор, и все вперед. Хорошо, в частности, я думаю, не стоит да. так сильно. Не хотел бы, да.
мне кажется, все-таки еще стилистика размышлений, конечно, очень тяжело сейчас давать такую жесткую, может быть, оценку в том контексте, как мы это уже привыкли традиционно это делать на наших семинарских занятиях. Вот. Но много очень интересного, очень познавательного, и про нашу страну узнаешь в таких контекстах. Может быть, пока все. Михаил, можно уточнить? Да. А вот, чтобы я правильно понимал, высказывания по поводу текста, они тоже должны соответствовать озвученным критериям, быть аналитическими, там, актуальными, стилистическими там, и прочим? Или на них не накладывается таких требований? Юркевичу можно все. Вопрос должен быть задан в той же стилистике, что и написанный текст. Хорошо. Это невыполнимо. Ну, на самом деле, если сравнивать идеалы и реальность, то, наверное, в идеале все должно соответствовать тому, что вы сказали. В реальности у нас по-всякому бывает. А можно вопрос задать автору? Ну, у нас вообще-то автором вопросов. Нет, дело в том, что я хочу для себя прояснить. Вопрос немаловажный. Дело в том, что есть критические замечания, поэтому я хотел... Хорошо, задавай вопрос тогда с вменением того, что следующее будешь ты выступать. Вменили. Да. Меня вменили. Анастасия, меня вменили. Вопрос. Любая аналитика, прием такой от частности к общему, это обратное движение от общего к частности. А вот частности в этом небольшом материале. Вот эта частность в конце, вывод, я его не увидел. Одно предложение про то, что некая стратегия отсутствует, но стратегия присутствует, потому что она повторяется беспрерывно. Вот, она мне не отвечает на самый главный вопрос. В процессе твоей рефлексии, твой материал, это рефлексия, на ощущениях, где-то чисто так вот по-женски, где-то с бодрильяром в руках. А вывод какой? Ну, на самом деле, здесь сложно делать какой-то вывод, потому что действительно, как я уже говорила, нет в тексте какой-то четкой структуры, которая идет там от каких-то частностей, да, к общему какому-то выводу. Поэтому я даже не могу сказать. То есть мы остались в частностях, но к чему-то общему, такой какому-то есть аналитическому маленький выводу. такой вывод есть, который что... Эдуард, ты сейчас о чем спрашиваешь вообще? Есть ли в тексте какой-то вывод? Скажем так, результат анализа, аналитичности вот какой-то. Эдуард, я же, может, не знаю, вы хотели кофе пить там, или курить, не знаю. Я же говорила, что этот текст не претендует на аналитичность, я себе дала в этом замашку сразу же в названии, что вольное рассуждение. Можете их женскими называть с бодрильяром в руках? Нет, сказал где-то, а с бодрильяром это уже не женский. Нет, это уже там с двоичным кодом, это уже очень серьезные замашки. Хорошо, не будем сейчас делать реверансов. Мы так или иначе все-таки учимся еще писать аналитические тексты, поэтому никто не требует от вас писать так, как пишут мэтры, что называется. Я имею право высказаться? Ну, конечно, ты имеешь право. Давай, наверное. Я не буду долго. Я просто смотрела по критериям, да, аналитичности той же самой. Мне кажется, что соблюден, в общем-то, самый главный критерий. Вот эти третьи. Да, что недескриптивность позволяет увидеть что-то новое. Вот для меня этим новым было помещение в широкую рамку идеологии производства потребления. И сравнение цивилизованного способа белорусского пути. То есть вопрос, насколько оно рабочее, да, насколько оно там корректно, но мне кажется, это ход, который позволяет что-то, это интерпретативный ход. То есть он потенциально очень плодотворен, и это есть, мне кажется, что можно уже говорить, что критерий аналитичности, благодаря этому, он уже с большего соблюден.
Поэтому когда я не продолжить- понимаю, что там, почему Эдуард говорит тут, не знаю, про женское письмо и так далее. Сексизмом занимается. Я Эдуард. Как только, вот феминист. Дело в том, что Я не знаю, как определенная его обозвать за традиция. это. Эдуард нам нужен Всё, как я деконструктор определенный. А вопрос тогда к Ольге. Хорошо, А Ольга. Ольга, а разве мысль о том, что вы ее назвали новой мыслью, да? То есть интересной Ну, мыслью? нет, по крайней мере, я эту мысль... А, то есть она структура. То есть... Сама структура выхода помещения в более широкий контекст. Вот это красиво на самом Потому что деле, сама мне мысль-то кажется. не новая по поводу того, что нам пока есть что терять, как людям потребляющим. Она совершенно не нова, она проговаривается. Говорят, что в Беларуси не произойдет ничего до тех пор, пока люди не начнут грызть подоконник. То есть Так, по-моему, это Адыгомов- расхожая мысль. Адыгомов Нет. говорил, я другое имела в виду. Да, Ольга, тогда, может, ты уже начала так или иначе отзываться о работе, может, тогда поделишься остальными своими впечатлениями? Ну, с точки Нет, зрения- я не готова. Потому если бы мне нужно было все-таки текст просмотреть накануне, я не готова так со слуха. Мгм. Ну единственное, что по впечатлениям чувствуется там присутствие социальной теории, да, вот, начиная с Парсонса. Но мне кажется, не всегда, ну что ли, как бы адекватно введено. Вот, в частности, было бы лучше, например, если уже речь идет о Парсонсе, сделать маленькую, ну как сказать, такой комментарий, грубо говоря, там в 2 словах описать теорию, да, и тогда бы текст еще нес какую-то такую образовательную функцию. То есть сначала как бы объяснить инструмент, потом его использовать. Вся модель Парсона, она же, ну, как бы элементарно, то есть не изучается. Вот вопрос, что не было адресата, получается. Если вы писали сами себе, да. Я объясняю. Вот. А так, ну, больше я ничего систематичного сказать не могу, мне нужно для этого быть более готовой. Мгм. Хорошо. Ну, замечание, в общем-то, понятное. Я думаю, вопрос действительно в том, для кого и как пишется текст, и в некоторых случаях образовательная часть. Я первый палец подняла. У меня вопрос все-таки в требованиях к написанию текста. Вообще вопрос адресата он фигурирует изначально? Ну, вообще мы стараемся, конечно, чтобы наши авторы как-то себе более взаимно представляли аудиторию, которой они пишут, потому что от этого действительно многое зависит. Но как полуформальное требование это не прописано. Ну, как жесткого такого требования, которое обязательно. Какие мы только тексты не рассматриваем? Ну, вообще, строго говоря, то есть текст, написанный для себя, он имеет адресата. Ну, вообще любой текст. То есть это как рефлексия, ну, как бы выход в рефлексивную позицию по отношению к самому себе и, ну, как это, разговор с самим собой посредством текста. Ну, Поэтому- есть такой жанр вообще, там можно там, блоговые записи вести, допустим, вроде как это размышления самого себе, но с претензией на то, что такие же, как я, люди могут это почитать и найти себе Вот что-то очень интересное. похоже, если честно, то есть, извиняюсь, что я так вставляю 3 копейки. На блоговую запись. Да? Ну, жанр такой, да, как бы сам себя вот прям столкнулся с чем-то, как бы отрефлексировал и вот поместил такую заметку, что я по этому поводу Ну, думаю. социальных сейчас все борются с таким жанром. Ну, социальный сейчас такой жанр, как бы очень популярен. Нет, ну ты же не знаешь, что это плохо. Нет, Это конечно. же тоже не Ну, оценочное мы суждение. в прошлый раз, кстати говоря, проводили семинар, где мы брали вот эту форму ну, как бы текста в соцсетях. И там мы как раз на примерах того же фейсбучного формата смотрели, как иным образом организуется высказывание. Если уже и вводить данный текст в контекст соцсетей, то это скорее такой, не знаю, текст времен живого журнала, скорее, чем Фейсбука, потому что сейчас это совершенно другие тут, наверное, критерии. Ну, в общем, хорошо, понятно. Я еще по своей потом впечатления сам скажу. Давайте дальше идти. Любовь, давайте. Мне показалось интересным вообще от мысли автора, ну, как бы вот на личной ситуации, к фикции, к хаотичности, к глобальному контексту. То есть, ну, вот такой своеобразный разворот вообще этой темы. Единственное, что
чего мне не хватило, ну, не единственное, чего мне не хватило, а вот как бы очевидно, что чего мне не хватило. Вот в самом начале, где рассматривается контекст, вот я хотела бы здесь как-то, ну, шире, что ли, потому что от контекста зависят конечные выводы, и там очень много, как сказать, ну, зашито, да, как бы вот внутри. Кто были эти люди, почему они тут. Понятно, что автор не эксперт по общественным отношениям, по рынку труда там, и так далее, но, тем не менее, мне кажется, что итоговые выводы были бы другими, ну или частично другими. Вы обладаете другой информацией, Любовь, по поводу контекста? Вы имеете в виду более подробнее? Я имею в виду то, что в Беларуси, где не существует, собственно, независимой социологии как класса, по крайней мере, последние лет, это 5, наверное, так, ну, как не слепи прикрыли, это уже, можно сказать, что и официально не отсутствует. Иметь какие-то представления, это всегда сейчас на уровне, ну, вот, кухонного мнения какого-то эксперта или аналитика. Я на пальцах подсчитал, вот, я что-то себе прикинул, я примерно себе представляю ситуацию. Не думаю, что у самых матерых наших аналитиков где-то сейчас информации больше, чем у той же Анастасии, когда она пишет свой текст. Поэтому, ну, если контекст в вашем понимании это просто лучшее знание там, социальной базы этих маршей, то такой социальной базой не владеет никто. Ну, может, только какие-нибудь эксперты из соответствующих аналитических отделов специальных служб, которые этим занимались. Но, по крайней мере, не в открытом доступе. Я не знаю насчет специальных служб, но я вот как-то с этим не знаю, как бы работала. Я чувствую, что этого не хватает. Я не знаю, как это можно как-то развернуть, вот что-то в этой части. Просто я не сочла нужным как бы писать как бы о том, о чем уже тут 200 раз написано, и как бы все вроде как бы знают. Ну да, материал написан с учетом того, что людей вообще эта тема интересовала. То есть... Да, тут надо еще иметь в виду, что материал действительно у нас имел формальные ограничения. То есть, формальное ограничение это было 2, максимум 3 страницы текста. То есть уже эти ограничения не давали авторам возможности что-то там расписывать еще раз подробно про ситуацию, что-то еще раз доказывать, иллюстрировать, пояснять, и этим тоже надо объяснять некоторую лаконичность и аргументов, и, собственно, связок между ними. Поэтому, когда вы критикуете и анализируете, тоже имейте это в виду. Ну, Карбалевич работает в малом формате 2 колонки, но он, правда, так, как Анастасия, не ходит, то есть с большим замахом охватывает как бы панораму явления. Да? Он берет 1-2 факта и на них выстраивает свою аналитику. А Анастасия пошла как-то ошибочно, то я говорю, от частности к общему. Да? Слишком много частностей, и в результате мы не приплыли ни к чему общему. А почему? Потому что мы в частностях и потерялись. Наоборот, надо было судить. Вы хотели, чтобы какой-то вывод какой-то я сделала? Аналитика этим занимается. Любовь, вы уже закончили? Нет, я еще хотела бы сказать пару таких позитивных, один позитивный момент в плане стиля, мне показалось, что как раз вот в отличие от Павла все очень аккуратно, без всяких широких мазков, без эмоций, в том смысле, что как бы, ну, нет таких красок, где легко, где есть неоднозначность, к чему можно было бы, ну, как сказать, привязаться, да, к каким-то эпитетам и пойти вообще не в ту сторону. Все очень корректно, аккуратно сказано. Но буквально там чуть-чуть можно по стилю, там, ну, погрешности. А вообще все как раз очень так органично для именно вот этой линии логической, которая, повторяю, мне показалась любопытной. И вот это связано, форма, содержание. Вполне. Хорошо, спасибо. Поскольку ко мне сейчас было несколько слов, поэтому я хотел бы... Нет, я не стоит там сейчас перебалку ударяться. Я все-таки хотел... Я не думаю, что это был личный выпад. У вас вопрос? Ну, такой
такой... Вас уже вынесли, а вы еще здесь. Такой... Только уточняющие вопросы, потому что не на дискуссию. Ну, такая рефлексия, что этот текст, ну, его хочется слушать до конца. Ну, то есть тексты, которые запускают мышление, а есть, которые не запускают. Ну, и мне кажется, этот текст, ну, и как бы тот, кто не вникал там в то, как он написан, структура, но ну, от него начинают шевелиться серые вещества. То есть текст не устраивает, поэтому не шевелится. Ты говоришь, что мышление к серому веществу не привязано. Хорошо. Размышления насчет серого вещества и Мацкевича оставим пока в стороне. Все-таки два слова. Два слова. Одну секундочку. Дело в том, что с моей точки зрения современная аналитика и с философской точки зрения она не предполагает каких-то дифферамбов, поскольку мы работаем и нарабатываем себе вот те качества, необходимые для принятия каких-то вот таких взвешенных альтернативных решений, они подразумевают, скажем так, критический подход анализа, критический анализ. Поэтому дифферамбов здесь не должно было быть, а в принципе Анастасия выразила определенную мысль, и четко прослежено, насколько профессионально это зависит от тех наработок, которые ей предстоит там, в будущем, надо сказать, именно совершенство в практике. Это нарабатывается только практикой, и оно само по себе никак не может появиться. Есть талант определенный, вот, поэтому как бы отвечаю на ту заметку любви, если там что-то там... Вы могли бы, на самом деле, эту ремарку не делать. Я думаю, все и так понимают, Благодарю. что у нас здесь обсуждение, в общем-то, достаточно дружественное, и критика здесь всегда уместная именно в целях помощи автору. Ну, тем более с вашим дипломатическим стилем. Автору обидеться надо еще очень постараться. Спасибо, благодарю. Дело в том, что, Павел, мы уже с Анастасией на тебя обиделись, так что тебе. Так, хорошо, Эдуард, ты так уже много говоришь, что, наверное, тебе надо дать слово. С удовольствием. А я не вызывал. Точку зрения. А нет, уж не лучше я что-нибудь скажу. Ну, значит, некоторые выводы мне, не выводы, а постулаты, которые Анастасия проронила, показались немножко такими смешными, хотя я сослагательное наклонение там кое-где-то кажется или видится заметил, то есть такой хитрый прием, это видится так. Бодрияр. Бодрияр тут при чем? Ты это Анастасии подчеркнул, чуть что Бодрияра предтягивается. Значит, там, например, мне очень нравится обвинение в отсутствии логики. Хотя, собственно говоря, оснований для того, чтобы признать, что у власти нет логики, такого в материале нет. То есть это там, в общем-то, так, это хаос, отсутствие логики. Почему? Может быть, как бы логика есть, но в материале есть такие вещи. Ну, Горбалевич или кто-то, я уже не помню, написал, знаешь, как про логику, что почему не разогнали дармоедов. Временно на лыжах катался. Дело в том, что логика прямая. Дело в том, что логика нашей власти, она очень простая. Вот. Собственно говоря, с какой ноги человек встал. Вот, стал слева или справа. Эдуард, мы не обсуждаем содержание. Нет, мы обсуждаем. Нет, я говорю, что выводы. Я понимаю, что лошадь животное очень простое, но. Просто объясняю. В материале, если мы рассматриваем частности, то частности должны подкреплять общий вывод, что есть некие логики и так далее, и так далее. В тексте содержался посыл насчет того, почему автор считает действия власти бессистемными, и, в общем-то, вывод был. Доказательств я там не прочитал. Ну, это уже другой вопрос. А он человек написал, мне так кажется, что это все, ну, как кажется. Аналитика, конечно, кажущаяся вещь, но, как это говорят, ну, вывода такого, который бы следовал, что нету логики, нету стратегии и так далее, ну, я этого там не прочитал. Окей, ты не увидел. Что еще? Ну, хватит. Слабо. Не, ну если я буду говорить, зачем? Я хочу домой, жил не вернулся. Мне кажется, мы должны вообще обсудить вообще правомерны ли мы с точки зрения Бодрияра. закона, обсуждать, вносить вот корректировки, делить людей
не тунеядцы, как это вообще Мы право? сейчас вообще заниматься не будем. Не надо? И это не наша задача. Мы сейчас могли бы только затрагивать, ну, насколько тема тунеядцев, этих машин тунеядцев, она там актуальна, социально там востребована, и насколько вот, автору удалось эту тему поднять. Вот это максимум. А кто такие тунеядцы там или не тунеядцы? Что такое марши, как их оценивать, этого мы сейчас вообще не касаемся. Вообще есть огромная Хорошо, работа Игорь. по поводу социального Хотел иждивенчества. вот Эдуарду задать вопрос. Может, ты бы лучше начал с аналитики? Нет, вопрос уточняющий. Я в смысле, что чего там в тексте не было, я так и не понял. Либо в стратегии не было в тексте, или не было вывода относительно стратегии власти. Ну, в общем-то, текст сам себе противоречит буквально во что всех есть абзацах. противоречие. И, во-первых, те выводы, ну не то, что выводы обобщения, которые применяет Анастасия, они не следуют из частностей. То есть я имею в виду, что аналитика всегда от частности к общему, от общего к частности. Здесь этой цепочки нет аналитической. То есть аргументы, по мнению Эдуарда, не соответствуют. Там не аргументы, а там факты. А факты не ведут меня к следующему выводу. Нет, там есть как бы некое противоречие такое, может быть, языковое или на уровне формы. Да, там сначала говорится о том, что у власти стратегии нет, а потом, что она свою стратегию не изменит. То есть она есть, да? Вот. Ну, там, по-моему, просто о разных стратегиях. Ну, например, то, что вот Ольге понравился абзац, посвященный социальному иждивенчеству, то есть, ну, людям, как это называется, бездельникам, да, вот, и тунеядцам, да, и это самое больное место риторики газетной, это то, что, вот, собственно, Анастасия, это, мне, вот, например, сильно очень покоробил абзац. И дело в том, что о социальном иждивенчестве написано достаточно огромное количество материалов. Вот. И что можно считать социальным иждивенчеством? То, что у нас там дети доучиваются и являются социальными иждивенцами, никого не смущает. А то, что люди, доучившись, не могут найти работу и становятся социальными иждивенчествами, это уже плохо. И это должно преследоваться. И это, например, исходя из текста той же Анастасии, в общем-то нормально, начиная с тех самых добрых времен, тоталитарных обществ и так далее. То есть она и здесь не проговаривает, она обозначивает проблему, но вот эту проблему обозначив, она, собственно говоря, власть очень тоже грамотно повела себя, она обозначила проблему и сказала, ну, а какие еще могут быть формы решения вопроса? Ну, загнать их в концлагеря и работать. Трудовые концлагеря, это же, и главное, и все сидят и молчат. Собственно говоря, единственное, что там бобры вышли и пишут, бобры не рабы. Вот и все. То есть это уже рабство в чистом виде. Хорошо, мне кажется, вы все немножко в содержании ушли. А мы наличие. Раз я уже начал, тоже выскажусь быстро. Не было такой цели там полностью представить эту проблему в контексте, понятное дело. Вот, поэтому тут как бы претензий к полноте нету. Я, ну, по поводу вот, использования понятийного и концептуального аппарата, есть там, например, какие-то нюансы. Ну, я тоже не о содержании скорее, я именно вот об использовании, да, если там, предположим, встречается слово какое-то без системы, без функционального. Без системы, нет, ну обычно как, если, скажем, там функциональный, дисфункциональный, тогда, ну, если мы, фикция. да, не, если Вот мы можно говорим было о проиграть рамке, функция, да, фикция. ну, можно было и так, да, вот. Либо если мы там что-то противопоставляем системе, тогда, ну, там, системный, несистемный, да, то есть, ну, с какими-то такими дихотомиями, да, вот, ну, если пользоваться традиционными. Насчет... У тебя замечательная терминология. Да? Да. Нет, у меня скорее, я же говорю, использование, да, некоего аппарата, там, да, с такого как, понятийного и концептуального. Или там, скажем, вместо Парсонса тоже, по-моему, можно было любого, если такого автора, например, вспомнить, там, ну, кто вообще говоря представлял себе политику как систему. Вот. Ну, я в смысле, что это как бы... Парсонс Кашей уже. Или там Истона какого-нибудь, или еще кого-нибудь. А я считаю, что очень красиво там вывели. разница по контексту. Вот. Нет, пускай будет Парсонс, ради бога. Я в смысле, что, ну, это не жесткие какие-то привязки, то есть понятно. А если бы она еще процитировала Карла Маркса, вообще бы боялись скорее больше материала. ассоциативно. А так, в принципе, ну, я во всяком случае там увидел и позицию автора в этом тексте, потому что там критика власти присутствует. Насколько я понял, по крайней мере.
То есть есть там авторская позиция, и по всей видимости есть даже и какая-то социальная цель у этого текста, хотя он вроде бы для себя написан. Ну, он написан, кстати, для нас. А в чем-то вы усматривали эту цель? Вот. Если там опять же есть критика власти, да, то, видимо, определенная направленность, там, скажем, этого текста, она в этом смысле встраивается и в эту социальную задачу. Ну, как, ну так, в целом, да, то есть, если говорить о каких-то замечаниях. Хорошо. Саша? А вот я продолжаю эту мысль, я бы сказал, что критики здесь даже больше, чем аналитики. Да? То есть, если так вот определять позицию авторскую, то это скорее, да, есть такая вот прерогатива, там разделение на журналистику фактов и журналистское мнение. Понятно, что тут больше к мнению, и текст посвящен выражению этого мнения, но вот обоснование, как бы, действительно, не хватает некоторого там количества аргументов, которые бы, вот, как Эдуард говорил, привели к какому-то вот выводу финальному. И в рамках какой-то вот актуальности, да, безусловно, там заметки на полях, вот, как бы выразить свое отношение, зафиксировать его, это нормально, как бы. А вот с предъявлением, да, какой-то развернутой, там, логически обоснованной аргументации, вот этого здесь не хватает, конечно. И, в принципе, вот такая двойственность, да, вот текста, даже если идти по тем пунктам, что мы выделяем, и раскладывать все эти позиции, вот эта двойственность, она и присутствует буквально по всем пунктам. С одной стороны, вроде бы, да, есть там хорошая такая вот ретроспектива, да, когда Настя хочет обозначить какие-то связи с прошлым, с аналогичными акциями в прошлом, но тут же как бы вот эта перспектива, она не остается неразвернутой и недосказанной, да. Можно было как-то ее больше там провести, скажем, провести аналогию еще с молчаливыми там протестами 2011 года. А почему только за бензин она схватилась, ну не знаю, может быть экономическая составляющая там притекла, это осталось непроясненным. А вот гораздо больше масштабные акции были все-таки в 2011 году, и они там действительно по всей республике проходили. А бензин как-то, ну так, очень узкая, да, каста автовладельцев, это было затруднено. Ну, не очень узкая, конечно. Но, может быть, экономическая, да, составляющая была. А потом вот сопоставление разных точек зрения, вроде тут даже на двух планах происходит. С одной стороны, в концептуальном, тут привлекаются вот какие-то теоретические позиции того же Парсонса там, или Бодрияра, но они, опять же, не сравниваются, они не сталкиваются, там не противопоставляются, а просто вот о них упоминается, что это полезно было их использовать, и функциональность там, да, у Парсонса. Но то, что, скажем, там не одна функция политическая, а, скажем, функция самосохранения системы, она прекрасно выполняется. Да? Вот это уже как бы опущено и не упоминается. Вот. Ну вот, то есть буквально по всем позициям, что там еще у нас, новизна, вроде бы как бы, да, что-то есть там новое, но с другой стороны, Настя сама говорит, что не хотелось бы уже там повторяться и пересказывать тот же Тутбай. Вот. В результате вот отказ от этого пересказа лишает нас аргументативности, да, вот ссылок на какие-то фактические материалы и то, что можно было бы использовать как действительно эмпирическую базу, да, обоснование своей позиции. Это все-таки важно. Да? Вот. Стиль, мне кажется, есть, вот, потому что это все-таки авторское мнение, вот оно выражается. А вот еще там у нас что было? Какая позиция? Бегло побежался. Рефлексивность. Вот, что касается рефлексивности, то здесь, мне кажется, есть, опять же, через вот авторскую позицию, вот оригинальный ход
действительно с расширением таких перспектив там, в культуру потребления, в столкновение позиций там, нашей культуры, нашего общества и западной ситуации, что там тоже как-то не все благополучно, а есть там какие-то вот эти фикционные ловушки, да, как нам прописаться. Это надуманно, это надуманно. Там все хорошо. Как нам прописаться в Великобритании. Вот. Но вот, Ну, кстати, работает против твоего материала. нет. Но, Но могут Да, она работает иметь против. на этом месте. Согласен. да, как бы эти примеры, они хороши в том плане, что они действительно расширяют перспективу, и можно сказать, вот, мы не ограничиваемся только нашей ситуацией, а подаем ее в контексте и зарубежном. Да? Международная практика. Показываем, да, что эти фикции действуют не только у нас в нашей системе, но и... Ну, это косвенно, кстати, работает и на логику текста. Ведь в Да. конце проводится аналогия нашей реальности и мировой. Развитая демократия, автократия. Да. Вот. Ну вот решающий ход, конечно, то, что вот этот сильный вывод, что власть нелогична, непоследовательно, хаотична, вот это как бы но это я уже на содержательный уровень, конечно, перехожу. Вот этот тезис мне бы совершенно неприемлем для меня, потому что день воли и реакция власти на выступление по этому поводу, это было просто абсолютно логичный шаг, который знаменовал собой все предшествующие шаги. Если бы это не случилось, надо было бы удивляться. Нет, тут надо было выстроить вот последовательность всех этих акций, конечно, начиная с 1 там, февраля, который власть просто проигнорировала или прохлопала и вообще никак не выступила против марша в Минске. А дальше, чем больше как бы, было выступлений, тем больше появлялось каких-то там попыток с этим бороться, вплоть до превентивных задержаний. И можно просто указывать, вот какие шаги предпринимались властью, и как раскручивалась эта истерика в СМИ. И в этом плане День воли это была вот просто точка X, да, апофеоз, где логично совершенно все состыковалось. Нарастание масштаба протестных акций и нарастание жесткости репрессий. И они сошлись просто в этой точке X идеально. Вот, то есть тут, мне кажется, логика... Все железно, да, логичное. Ну, хорошо. В общем, предсказуемость некоторых действий не всегда, правда, есть характеристика логичности этих действий. Я не скажу. Если есть предсказуемость, то значит есть логика. Поведение шизофреника тоже можно предсказать, поэтому это не означает, что... Непредсказуемость, но последовательность. Шизофреник действует в соответствии со своим диагнозом. Очень жесткая логика. Вот-вот. В общем-то, к этому и велось, по большому счету. Хорошо. У тебя все, Саша? Да. Окей. Ну, Ольгу я, наверное, тогда не буду сейчас трогать, поскольку она, видимо, вся в своем тексте погружена. Или хотите что-то сказать? Нет, с задоволением послушаю. Хорошо. Тогда я еще от себя пару слов скажу в завершении нашей дискуссии по поводу текста. Мне как раз показалось, что Анастасия попыталась очень так, даже хрестоматийно воплотить то, что мы так или иначе пытались нашим слушателям донести по поводу того, как стоило бы писать социальную аналитику. И в этом смысле понятно, что ее вот эта первая проба, она, естественно, может выглядеть немножко скомканно. Но, тем не менее, вот то, что я вижу непосредственно, это то, что взята проблема, в общем-то, всем достаточно известная и достаточно обсужденная в СМИ, но при этом, заметьте, взята не на уровне там, журналистского обзора ситуации или же даже аналитики в духе Карбалевича, который исходит из сугубо политологической реальности ее аргументов. Она пытается действительно задать большую глубину анализа за счет привлечения теории более высокого порядка. В данном случае это такая качественная социология, скажем так,
Ну, в принципе, и BDR можно в такую вписать нишу, и тем более Parsons. И в данном случае тут явно чувствуется вот эта вот попытка использовать материал, который мы там давали в рамках наших учебных курсов по аналитике. Этот материал, в общем-то, вписан, как на мой взгляд, ну, хоть и с возможными широковатостями, но в принципе хорошо. То есть он не выглядит чужеродным, в принципе, для текста. Другой вопрос, что, конечно, для такого скромного формата, как 2 странички, очень сложно вносить вот этот элемент, совершенно чуждый большинству читателей теории, ну, без того, чтобы не оставаться немножко непонятым. Да, вот поэтому там аргумент Ольги, что вот стоило бы там пару слов сказать про Parsons, да, он работает на самом деле. То есть, может быть, где-то банально даже приходится проговаривать какие-то, казалось бы, очевидные теории, там, не знаю. В очередной раз проговаривать суть там какого-нибудь психоанализа Фрейда, хотя, казалось бы, уже все там знают об этом, трижды перечитано. Но вот тут сошлись как бы клинч, вот этот достаточно лаконичный формат текста с, ну, такой достаточно амбициозной задачей. Задача именно делать аналитику, которая бы поднималась над тем видением ситуации, которое у нас есть как у обывателей, и пыталась ее пропустить через фильтр, ну, более, скажем так, концептуальных социально-теоретических подходов. И тогда действительно начинаются вот эти новые дистинкции. Сами по себе темы, озвученные здесь, не новы, но вот в этом сопоставлении между собой они приобретают новизну. Вот, рассмотреть марш тунеядцев в контексте теории там, общества потребления, это, в общем-то, такая достаточно не банальная фишка. По крайней мере, я не встречал, например, такого рода сравнений или даже аналогий в каких-то журналистских материалах или там, в соответствующих текстах по поводу. И в этом смысле социальная аналитика, она и может претендовать на то, чтобы вводить вот такого рода новые дистинкции, которые в журналистских текстах, скорее всего, будут отсутствовать. Именно потому, что они стремятся к большей фактологии, они стремятся лучше представить ситуацию более зримо, более наглядно, более не замахиваются на глобальные выводы, довольствуются простыми, конкретными, вполне такими логически вытекающими из того, что описывается в тексте. Но в этом как бы уже другая проблема, там, некой такой плоскостности журналистского взгляда и отсутствие такой вот глубины или объемности. Поэтому, в общем, я бы сказал, что вот для меня это как раз пример того, как того, скорее, направления движения, в котором мы бы хотели, чтобы, наверное, аналитика двигалась. То есть вот наращение объема, наращение глубины за счет привлечения дополнительных инструментов теории. Ну как это уже делать, как этого добиваться идеально в тексте, это, наверное, еще нам предстоит додумывать, дообсуждать, как-то это... На самом деле писать больше текстов и их разбирать. Иначе, как, наверное, таким путем мы это все равно идеального рецепта не найдем. Ну, возможно, Анастасия что-то еще хотела бы сказать в конце, после разговора. Ну, спасибо за замечание, за критику, да, спасибо за кровь, которую обещали. Хотя я не увидела. Вот. Я на самом деле не очень прослеживаю замечания Эдуарда, но потом... Все доброе. Да, не добрый сильно. Я, в принципе, да, некоторые недостатки как бы сама уже видела, но просто исправлять как-то уже не было ни времени, ни каких-то сил. Вот. Ну, спасибо. Окей. Если больше ни у кого каких-то вопросов, замечаний нет, то тогда перейдем, наверное, ко второму тексту, чтобы время наше не бесконечное не тянуть. Тогда мы, наверное, тоже поступим, как и в предыдущий раз, то есть дадим в начале пару слов автору, все, что он хочет обозначить важным
до того, как мы начнем обсуждать текст. Ну и, наверное, учитывая, что большинство все-таки в связи с форс-мажором не смогли прочитать сам текст, и, может быть, я все-таки попрошу автора его зачитать вслух, чтобы все могли хотя бы на уровне слуховом его содержанию быть знакомы. Окей, Ольга. Обычно вместо школи так сміливо іншої. Потім була якась спроба його допрацювати. Не пам'ятаю, що це спроба зовсім не вдала. Ось. Що отрималося, то отрималося, і мені справа буде почути зауваги і поради, і викидати міркування. А після самої ідеї, мені ось турбує те, що є в моей голове некие есть думки, я не веду, насколько докладно текст адлюстровує те, що в мені є. Тобто, наскільки докладна корова, яка була витягнена, відповідає той корові, яка була тримана, ну, побачимо. Ну, ось зачитати, мабуть, його треба. Так, зачитайте. Ну, текст був скерований на сенсування ідей Національного університету. Чи можна запланувати з'явлення ідей? А можно громко, не очень быстро? Тобто, спробувати. А то Барковскому поручим. Ольга, у тебя тоже хорошая дикция. Як? Добре. Чи можна запланувати з'явлення ідей, каб допомогти у вирішенні яких питань, проблем, задач, каб стала глибой до наступних ідей, винаходництву, дискусійних розваг і нових думок, каб актуальне тепер ці запотребуване після, каб варте. Можна створити сприяння умови для її з'явлення. Сприяння осередок. Им мусить быть университет. Место, где неинтервально можно прийти за пошуком отказов, отшукать властные силы, збагатиться за кошт інтелектуальних набутків попередників і свого нового досвіду. Перетвориться спочатку у шукальника, а після винаходника. Не тільки розібратися з ідеями, рішеннями, отказами, а реалізувати власний потенціал і разом з тим потенціал супольності, до якої належить нації. У чим може визначатися національність університету? Національність у курсі. У тим, щоб створити які особливі установки, ці спробувати її діяльність на дослідження виключно проблем голої нації, а то і буде судженість ідеї університету. Національність у курсі у тим, щоб акурат створив належні умови для розвиття особи і просіє той супольності, частка якої він з'являється. Таким чином, при визначенні проєкту Національного університету важливо вирішувати наступні моменти. По-перше, реальні можливості для адукаційної доступності, в тому віку географічної і фінансової, для досвіду того самого потенціалу супольності. По-друге, треба позбігати ізольованості, тобто мірно покидати поза увагою актуальні наукові тенденції у світі, як не стикнутися з ефектом винаходництва уже винайденого, як попередити необґрунтоване затягнення процесу розвиття. Відповідно, без міжнародного супрацовництва складно казати об досконалості проєкту. Разом з тим, нельзя покидати без уваги і національну запотребованість у вирішенні визначених проблем, пошуків відказів на актуальні менавіта для конкретної нації питання. Так само, як є дословна потреба для особи, що знаходиться у пошуках відомств, причина її приналежності до повної нації. Наприклад, можливість навчання на мові, що з'являється родною. Так само, як розглядати концепцію Національного університету, можна вилучити два аспекти його розуміння. Перший – як певний стандарт сукупність потребування для установи, що скерована на створення сприяльних умов для розвиття особи з уріком потреб у розвитті нації, до якої належить. Відповідно, тоді Національного університету може бути кожна з установ, що такому стандарту відповідає. У даденому випадку становчими моментами може бути те, що наявність адукаційних осередків з різною спеціалізацією від гуманітарних до технічних скерованостей створила б можливість для розвиття більш різностайним групам зацікавлених особ. Одночасово уникає складаність у перетворенні уже існуючого ладу у відповідності з так званими стандартами Національного університету. Разом з тим, у якості Національного університету
і особну чим розуміти і особну установу, що створений апарат паводле узгадних потребувань, одночасово з існуванням інших ненаціональних університетів. Однак тут варто звернути увагу на те, які адукаційні скерованості будуть обиратися при його існуванні, і ці будуть вони достатково повно охоплювати коло досліджуваних сучасними науками галин проблем. При этом у обох випадках при використанні концепції національного університету для Білорусі стається відкритим питання обмежування впливу держави на внутрішньоуніверситетські питання, для чого мотозгодним було повищення громадського впливу не тільки про організаційні зміни, але й про долучення до уділу представників айчинної бізнес-супольності, які б могли сприяти не тільки про фінансову, але й організаційну допомогу. Спречним бачиться ствердження об тим, хто Національний університет можна розглядати як системне утворення поводле принципу і тут, і там, коли з причини складаності ожитвлення ідеї об створенні університету поводле стандарту національного пропонують заснувати певне утворення поза межами Білорусі, але при цьому заснувати певні структури, щоб дозволили підтримувати сувязь з місцевою громадською і економічною супольністю. Спречним, бо виникає питання, чи можна розглядати таке утворення в якості університету з причини відсутності організаційної цілісності. Тим не менш, незважаючи на складаність реалізації і життєвлення концепції Національного університету, у теперішніх умовах проєкт не губляє актуальності, бо з'являється важним чинником для синтезу вартих ідей і як винік трансформації громадства. Хорошо, значит, текст мы послушали. Надеюсь, это соображения всех возникли еще до этого момента. Поэтому, кто бы хотел начать? Я скажу только, что у нас вообще было запланировано две темы возможного написания. Вот одна из них была посвящена социальным маршам протеста, вторая национальному университету. Но вообще я думал, что скорее будет что-то у нас моноформатное, то есть два текста посвящены какой-то одной теме. Но так у нас получилось, что два текста по разным темам. Ну, с другой стороны, поскольку содержательные аспекты мы здесь так или иначе все равно оставляем в стороне, то будем оценивать тексты скорее с нашей аналитической позиции, поэтому не столь принципиально для нас, что это разные темы. А вот можно бы было с оригинальным пути объединить темы. И тогда получилось бы марш протеста как основа идеи национального университета. Ну, это надо было сильно... Здесь понадобился бы Евгений Жбанкова или твой, наверное, чтобы такие вещи соединить, да еще сделать это весело. Хорошо. Может, тогда, Саша, если ты уже начал оригинальничать, так и продолжишь анализировать? Тебе вменяется. Но если пойти последовательно по 4 пунктам, которые ты, Павел, мог бы здесь написать, ну, могу написать тебе 4 слова. Можем начать с последнего. Давай. Авторский стиль. Последнего. Да, а там стиль, по-моему, был. Стиль — это отдельная область. Не относится к аналитичности. Ты уже по-еврейски пишешь, наверх. Да. Как же мы без стиля? Без стиля нехорошо. Так что мы новизну сейчас подали, да? Стиль у нас какой-то отдельный рамка. Рефлексивность, актуальность. Ну, там скорее Плюральность. неангажированность или плюральность. Плюральность позиций, как-то так. Другие точки зрения. Да, сопоставление разных точек зрения.
хорошо назову неангажированностью позиции. Но это все у нас к аналитичности вообще апеллирует, поэтому это один из этих критериев. Неангажированность у нас отсутствует, потому что сама идея национального университета лоббируется ангажированной Ну, неангажированность — это значит присутствие аргументов разных сторон. Ну, в данном Ну, случае... или, по крайней мере, отсутствие явного идеологического уклона. Да, мне кажется, как и в первом случае, да, как и в первом тексте, так и здесь, автор не стремился как бы там, совсем уж воспарить над эмпирическими, да, грешными нашими обстоятельствами и там, от них абстрагироваться. Но это даже и хорошо, наверное, потому что если есть своя позиция, как бы, и ты можешь там, зуб дают, да, что называется, вот отдам за свои принципы не только зуб, вот, но и коренной зуб, то это, я думаю, это достойная позиция, и готовность ее отстаивать подтверждает. Но она должна быть подтверждена как раз вот вторым и четвертым пунктом, да. Насчет Как с подтверждением? Насчет рефлексивности здесь. Рефлексивность. Мы даже чай пьем с рефлексивностью. Да. Ну, там же была фраза, типа, я думаю. Автор здесь сидит. Мягче. Говорит, это самое, нельзя все проговаривать, говорит Юрий нельзя. Вот наличие фраз типа «я думаю» или там «по моему мнению» я бы отнес к стилю все-таки. То есть это некие стилистические маркеры, такие языковые Водные слова. Да, Спасибо, что показатели, цитируете. которые актуализируют авторскую позицию, но это не значит, что человек там рефлексивно переосмыслит это. Нет, ну это просто он указывает. Это может быть вообще риторическая фигура речи. Да? Вот. Ну, Александр, о чем мы говорим? Все-таки мне не хватает, на самом деле, конечно, текста перед глазами. Вот он прозвучал и прозвучал, и ушел. Да. Вот, чтобы делать такие аргументативные ссылки. Ольга, дайте, пожалуйста, Александру текст перед глаза, чтобы его не Я смущало. просто смягчил выражение, что текст ни о чем, он ушел. Абсолютно ни о чем. Как ни о чем? Мы выступаем в защиту программы Министерства образования в стране. Мы выступаем от имени. Мы пытаемся выступить в содружестве или от определенной группы для того, чтобы выразить свою позицию. То есть нет определенного явного выраженного посыла. Мы говорим об университете в изгнании или о чем-то другом. Хорошо, Павел, мы вам предоставим слово, пока мы слушаем еще Александра. Я бы еще не закончил. Вот, по поводу позиции, тут еще есть две авторские такие маски, речевые маски. Шукальник и вынаходник. Они с двух этих больших букв обозначены, а это значит, что какая-то вот значимость им придается. Ну, вот, семиотический анализ. в связи с тем, да, в связи с этим у меня вопрос к Ольге. Могла бы она пояснить, почему эти роли здесь выписаны в больших букв? И по отдельности, И да, по и все отдельности. вместе. Да. Ну, по сутности, ідея у тим, що человек совершенно вправе некой своей властной реализации. И для того, как реализоваться, и он спробует шукать некие пошук, поглубляется в пошуки отказу на свои питания. Так? И для того, как нечто знайти, ему потрібна некая більш-менш сприятная асіродія.
Ось таким осіротям має бути університет, в принципі університет. Тобто, ну, не кління, що там видають, да, там, а коли ви в нейкому осіроті поглубляєтеся, отримуєте некие свої отказы в виде там, своих пошуках, да? И ну, это не проводится там, в какой-то моменты, коли чоловік спочатку нечто шукає, а потім він устане, коли нечто чому знайшов, а коли потім може нечто вже випрацьовувати сам. Тобто, Это элемент содержания, я не думаю, что к нему стоит сильно вязаться. Ну а вдруг это связано с авторской позицией? Авторская позиция в другом там заложена. Явно не в этом развлечении. То есть автор уже ничего не ищет. Автор утверждает свою позицию, которую она может рассматривать как идеал, по сравнению с тем, что может рассматриваться как... А в чем эта позиция, я таки не понял. А я таки не понял. Но об этом ты сейчас нам расскажешь. Нет, О своем непонимании этой позиции. Ну да, я просто хотел бы несколько еще порекомендовать, может быть, в качестве да, не замечания, но пожелания. Если есть идея университета, да, тут прописано, то, может быть, и идею нации бы стоило сюда привлечь, для того, чтобы оправдать его именование национальным. Там есть немножко. Где? Там по тексту где-то размазано по поводу, что такое национальное, какие его функции. Да, как что-то такое есть. Не функция, Ты предлагаешь сюда втянуть еще Бенедикта Андерсона и прочих достойных товарищей? И Карла Маркса. Карл Маркс про национальность как раз меньше всего. Без Маркса точно университет. Интернационализм еще тут. Ну, пока я читаю текст, может быть, кто-то продолжит рассуждение и поддержать. Хорошо, возможно, кто-то имел возможность все-таки подумать о тексте заранее, почитав его, а не сходу реагируя. Ну, на поскольку простые. да, Саша вот остановился, он где-то застрял на третьем критерии. Там, Ну, по-моему, на втором застрял. На втором застрял, да. Я как раз подумал про третий. Там вот был такой неожиданный ход, ну, интересный, когда возникло вот это вот различие университета как системы и университета как отдельной институции. Да, то есть я вот думаю, да, ну в смысле опять же это вот, как правильно говорить, запускает механизм мышления, то есть над чем подумать на самом деле здесь. Вот, и насколько, ну для меня во всяком случае это было неожиданно, это вот это относительно новых этих дестинаций. Что тебе показалось неожиданным? Именно противопоставление или? Нет, ну вообще говоря, именно извлечение. То есть, опять же, если университет, как это понимать, как, скажем так, систему образования, да, вообще, там систему, не знаю, там отдельных университетов. Да, я был скорее склонен понимать, ну, как, наверное, все-таки некую там отдельную институцию, которая как-то там связана с социальностью. Там, Белорусский национальный технический университет. Ну, типа того, да. Вот. Не прямо уже так. Что-то еще сейчас там, что-то еще по этому поводу. И вот, значит, там была еще такая тоже вот это вот, был такой найден, значит, выход там из очень сложной тоже проблемы, которая там латентно присутствует, мне кажется, ну, в смысле, возникает в связи с национальным университетом, да, а что, собственно говоря, в университете национальное, а что универсальное, ну, в смысле, университетское, да, вот, и так Ольга достаточно ловко так вышла из положения, буквально там двумя фразами, там где-то, вот, относительно того, что, ну, а, собственно говоря, производится личность, ну, или как бы, да, осуществляется там, в университете подготовка или там, образование личности, да, а потом эта личность, естественно, вносит вклад, значит, в некую вот, там, национальную общность, которой она принадлежит, насколько я понял, так было, да, там. Ну, в смысле, что концентрировано все равно на личности, да? Это по Марксу, свободное развитие каждого, для свободного развития всех. Свободного развития всех, да. И университет подбывал. И вот это вот, ну, это тоже, как бы,
наверное, как достоинство тоже можно рассматривать. Хотя там, на самом деле, там вот такая более сложная вообще проблема возникает с этим универсальным и партикулярным, да, как они могут соотноситься в национальном университете. Но это вообще как бы какая-то, по-моему, тоже самостоятельная тема, которая там могла бы быть развернута. Вот можно много было говорить, Да. начиная с Гумбольдта, как ему удалось совместить Ну, универсальное с да, национальным. если уже там... Но это, да, содержательные вещи. А так, в общем, по-моему, как, опять же, вот все критерии, по-моему, они все-таки там есть. Ну, во всяком случае, текст соответствует. Чему? Критериям вот этим, которые написаны у нас. А критерий? Да вот. Всему соответствует? Да. Ну, в большей и меньшей степени. То есть это аналитичный текст? Что, не зачет? Да. Хорошо. Странно у нас широкое понимание аналитичности. Зачет? Вот на вопрос, аналитичный ли этот текст, мне как раз показалось, что это такой текст, как бы ожидания. Да, вот ожидание, каким бы мог быть, какие-то пожелания к этому университету, такое воображаемое нечто. И да, вот я как-то оцениваю с этой точки зрения. То есть вы считаете, что аналитически не должен затрагивать конструкта, воображаемого конструкта? Или Нет, воображаемой одно модели? другого не исключает, но вот то, о чем мы говорим, что как бы все эти пункты присутствуют, но это только намеки. Как бы, да, вот неангажированность, ну, частично да, частично нет. Рефлексивность, ну, вроде что-то. Это потому, что есть такой вот посыл ожидания и то, что автор хотел бы увидеть в этом университете. Но совершенно не факт, что он там вообще в некую конструкцию обретет эту конструкцию. Хорошо, то есть в данном случае такая проективная часть преобладает над, на ваш взгляд, Да. частью Мне кажется, да. фактической или описательной, насколько это возможно. Содержать. Ну, как это сказать? Ну, то есть больше о будущем, чем о настоящем. Да, конечно. Хорошо, у вас все? Да, да. Окей, Ну, тогда вы. я вот, наверное, в продолжение хочу сказать, я заранее прошу прощения, да, и хочу сослаться на то, что все-таки плохо знакома с текстом, да, то есть я плохо воспринимаю на слух, и тут судорожно пытаюсь на смартфоне еще раз просмотреть. Мне кажется, что это текст не аналитический, пожалуй. Вот мне показалось, что это как бы либо проект, либо манифест какой-то. Да, вот, и вот даже вот эта скрытая отсылка на манифест коммунистической партии, не знаю, она там случайно или нет. Ну, то есть, мне кажется, что для аналитического текста там нет проблематизации, потому что вот Саша об этом, и Игорь об этом тоже очень красиво сказал. Вот если мы возьмем даже название, там, Национальный университет, то есть тут проблематично все. Национальный. Нация, университет, который, как известно, в руинах. Да? То есть можно ли строить какой-то дискурс там проективный, да, нечто утверждать, не разобравшись, вообще говоря, ну, как, ну, для себя. То есть, может быть, не сославшись на проект Гумбольдта, да, на ну, то есть для меня это вот как вот я до сих пор не могу принять, в общем-то, я не одинока, вот это вот там, например, белорусское мышление. Я не понимаю, как мысление может быть там белорусским, немецким и так далее. Да. Вот для меня это что-то вот... А я тебе писал. Я тебе объяснил. Я не помню, ты не увидел. Но самое главное, что все-таки Национальный университет здесь как бы, ну, мне кажется, что все-таки, чтобы текст был содержательным, и чтобы проект был каким-то таким, ну, более-менее соотнесенным с реальностью, все-таки должна быть проблематизация одного и другого. Вот. А проективный текст вообще не может быть аналитичным, ты считаешь? Не знаю. Нет, я не хочу в абстракции обсуждать, но тут я прошу прощения, опять-таки, да, но я как-то не увидела анализа, я не увидела рефлексивности, то есть, ну, как бы обозначения своей позиции, да, то есть там не прописано, по-моему, моя позиция. То есть я не говорю, что плохой текст, но как бы он по жанру, он не аналитический, как мне кажется. По жанру чисто вот так вот. А куда ты вот это по жанру скорее? Ну вот некий манифест, может быть, там вот, ну вот то, что другими словами Любовь говорила, мне кажется, что мы вот в одном ключе с ней. Да, ожидание. Университет.
Это вот Барковский I have a спросил dream, тему. I have a dream. И вот какие тексты рождаются? Мертворожденный вопрос рождает мертворожденный текст. Ничего, мы же в твоем чате еще. Ну, ты же про Ольгу что-то узнала, а университет, наверное, нет. Вот это точно. И тоже вопрос, например, как вот, например, заставляя мыслить национально, вот, и когда у нас национальная книжная палата, национальный статистический кабинет, национальный театр, все национальное. В чем там эта вот национальность, я не понимаю, кроме, я знаю, что за этим скроется статус. Обычная приоритетность по отношению к другим организациям. Университет это организация, а она приоритетна тогда по отношению к другим чем? Вот этой финансированию? Содержательный аспект. Нет, он у нас здесь множественный. Во-первых, это то, что в свое время тоже атеизонировало. То, что запретили, допустим, большинству белорусских организаций употреблять слова белорусские, национальные, если это не госструктуры с соответствующим финансированием. Почему только госструктурам это положено, четкого объяснения не было дано, но общество приняло, как правило, игры. Поэтому там, белорусская газета стала белгазетой и так далее. Вот. Второй контекст это то, что была введена в последнее время эта идея национального университета как такой проект определенной части белорусской оппозиции, которая стала его... Но к этому нужно было отнестись тогда, по идее. Ну, там в конце и было несколько. Ну, тогда где в этом материале отношение к понятию национальное, как Ольга говорит, а где отношение, проблематика отношения к понятию национальное и университет? Это два разных понятия, каждое из них размыто, а соединенные вместе они вообще дают ноль. Ну, автор же он и Игорь об этом говорит. Ну, автор пытался в некоторых местах своего текста это сравнение произвести. Поставили задачу. Поставили задачу. Никто задачу не ставил. Как это? Ангажированные структуры поставили задачу писать. У меня вопрос. А Куфтерина вы обсуждаете? Пока еще нет. Он мечтает по театру написать. А они забанили тему. Нет, пиши. А не вопрос. Я никого не боюсь. Ну, не может быть тексты про театр. Я везде на бюсты обопрусь. Маркс, Энгельс, попробуйте побесть. И сносочки, страничка, все такое. Мне так просто не разгребетесь. Я знаю, что работает. Побольше забора. У нас еще не высказывались, по-моему, Эдуард и Павел. Но Анастасия, будете что говорить? Ну, я особо ничего сказать не могу, потому что текст я не успела прочитать, он был плотно выставлен, и на слух я тоже очень плохо воспринимаю, но вот я тоже отметила для себя его как не аналитичный, а больше вот, как кстати, очень хорошо сказали, манифест какой-то, и какой-то такой рефлексии, я здесь вижу рефлексию, то есть автор какие-то свои предположения, да, какую-то будущность, какой-то идеал строит. И вот мне почему-то это отнесло к таким философам-структуралистам, которые как-то формировали какую-то утопию, не знаю, то есть какого-то мира, и такое немножко наивное, идеалистическое. Здесь тоже такое называю. Социальный утопизм. Ну, что такое, да? Позитивизм. Позитивизм? Почему позитивизм? В смысле, что позитивный? Позитивизм, а слово позитивный. Активизм. Позитивный активизм. Окей. Эдуард, что-то будешь добавлять к своему высказыванию? И, собственно, втроем все проговорили, что я хотел сказать. Оно очевидно, что не соответствует ни одному, а уже про аргументацию тут даже вспоминать, до нее уже никто даже не опускал. Нет, ну если Ольга, а вы можете возразить, что-нибудь как-то отнестись к тому, что, например, я говорю, что этот текст хороший, но он, пожалуй, не аналитический. Ну, вообще, що я не буду з гэтым там моцна спрачацца, Ні, тому што удакладню такім чынам, да? То есть, у гэтым ёсць доля правды, так? Хутчэй за ўсё гэта больш нагадвае мадэляванне чего-нибудь, да? З улікам того, што модель чего-нибудь, чего мне не хапала вось у тым універсітэце, дзе была я, па сутнасці. І з улікам того, што я цяпер у нейкіх там пошуках навуковых і не навуковых у тым ліку,
то напэўна логіка ў гэтым ёсць і гэта адбываецца на тэксту. Што ён недакладна не зусім аналітычны, магчыма, кажу, што збольшага гэта было скіраванасць на тое, што як бы я бачыла, калі там нейкім чынам магла гэта нешта пабудаваць, да, і як бы я бачыла тое нешта, што больш адпавядала маім чаканням, чым тое, што ёсць. Социальное И тема тоже была задана, как бы. То есть мы ее не сами сформулировали. Былі некалькімі накірункаў магчымасць выбора. Я пояснял, что мы давали возможность определиться в двух темах. Я услышала, да. Ольга, а как, вот тоже вопрос про адресата. Вы как-то себе представляли адресата? Кто, на кого этот текст? Грубо говоря, для кого вы писали его? Да, вот всегда есть, по крайней мере, идеальный, да, читатель. Вообще, это, конечно, нагадывает больше думки вслух. Что-то похоже на вас. Письмо будущему ректору. Открытое письмо министру образования. Оба текста писали, собственно говоря, на разбор полетов. То есть, собственно говоря, адресат это мы. Я понимаю, что это собственные мысли, но эти тексты написаны для нас. То есть, собственно, достаточно доброжелательных или недоброжелательных, нас любимых летучников. И просто, когда вы пишете для конкретной аудитории, то у вас есть критерии, каким эта аудитория будет отвечать. И когда там, я пишу, например, там, судовый иск, да, я говорю, что я буду выживать полную лексику и так далее. Это одна история. А когда вы просто пишете то, что у вас не есть, это другая история, совсем иншая. Но это же вы писали не по собственному желанию, а по предложению Барковского летучего университета и нашего семинара. И, соответственно, у вас есть конкретно, это называется, есть заказ, есть тема. И человек пишет на заказ и по теме. Поэтому я не верю, это не искренне, что это ваши собственные порывы. Не верю. Заказ был в резонансе с собственными порывами, потому что можно было отказаться. Ольга, например, планировала писать тему социальных протестов, а потом передумала и решила, что ей ближе это. Зажал в двух темах. Меня с театром вообще пробросил. Свою неудовлетворенность выйдешь потом. Хорошо, Павел, вы что-то будете добавлять? Да. Если это в рамках только летучего университета и вот для практики именно школы социально-философской аналитики, то действительно я тут соглашусь, скорее всего, с Игорем Подпориным, как вот соотнести эту национальность с универсальностью, то есть национальная универсальность или универсальная национальность. То есть это интересный критерий, которым надо подумать, но сейчас не готов. Почему ты не подготовился? Не знаю. Хорошо, тогда я еще от себя добавлю пару слов, и мы уже будем плавно переходить к завершающей части нашего семинара. Я, наверное, соглашусь с теми, кто говорил, что текст мало подходит под критерии аналитичности, потому что в нем действительно больше своих мыслей, чем анализа ситуации. Да, и в этом смысле действительно этот анализ провисает. С другой стороны, когда мы затрагиваем такую тему, которая для летучего университета, например, тоже такая достаточно болезненно актуальная, тему, что такое университет, что такое национальный университет сегодня, да? Это тема, которая подразумевает все-таки большую рефлексивность у автора, нежели просто разбор текущих полетов. Ну, действительно, ей же не про БНТУ было писать, да? И не про то, насколько соответствует БГУ города названию национального университета, если в его названии фигурирует слово «белорусский». То есть по таким формальным критериям, конечно, можно было бы написать какую-нибудь заметку, да, или очерк. А здесь все-таки шла речь о том, что автор попытался для себя сначала сконструировать реальность, в которой он вообще собирается размышлять. И в этом, да, в этом все действительно заметили как такую проективную или ожидательную часть текста.
То есть автору сначала надо было задать систему координат, в которых ему желательно, ей желательно было мыслить. Да, а потом уже что-то высказывать в этой системе координат. И поскольку, опять же, объем диктовал краткость, то большая часть времени у автора ушла на то, чтобы эту систему координат обозначить. Отсюда провисание по другим позициям. Если бы этот текст был больше по объему, да, и тогда можно было бы от констатации своих мыслей вслух, да, о том, каким должен быть национальный университет, переходить к анализу конкретных там предложений, ну, того, что там озвучили там, Миленкевич, Ананич, другие там белорусские политики, допустим, когда они говорят про необходимость национального университета сегодня. Не там, заметьте, не БНТУ, который уже национальный университет по своему названию. И не университет, хотя это название. Ну, опять же, по названию. Но у них от этого проблем не возникает. Вот. Собственно, анализировать уже насколько имеющаяся у нас реальность существующих структур и тех проектов, которые предлагаются сегодня для реализации, соответствует вот тому идеальному плану, который автор наметил. Соответствует, не соответствует. И это был бы уже более аналитичный разбор. Но для начала нужна была оптика. И автор эту оптику, в общем-то, на мой взгляд, задал достаточно конкретно. Насколько там можно было задать этот за 1,5 странички. Другой вопрос, что там, ну, из этой оптики уже дальнейших пока выводов не следовало особо. Эскизно в последнем абзаце, там уже автор что-то попыталась набросать, как-то соотнестись немного с тем, что уже сейчас озвучивается. Но это, понятно, было очень эскизно, очень смазанно, и мало кто на это вообще обратил внимание. Вот. Но для, опять же, большего формата текста такая, на мой взгляд, расстановка вполне релевантна. То есть сначала задается своя оптика, в которой вы описываете эту реальность, а потом, исходя из нее, идет, собственно, там, или критика, или анализ существующего положения дел. Ну, это, в общем, такой стандарт для любого социально-критического высказывания, которое там еще в франкфуртской школе, например, восходит, или другим подобного рода вещам. То есть, иногда просто для того, чтобы сделать осмысленное высказывание, необходимо задать систему координат, в которых ваше высказывание имеет смысл. Потому что иначе вас просто не поймут, или будут понимать превратно, исходя из банальной логики современности. Скажут, а что вам, не хватает национального университета, так вон БНТУ есть. Ну, чем нет? И для того, чтобы такого банального ответа вам не давали, вам надо сначала задать систему координат, где вы покажете, что БНТУ никакой ни хрена не национальный и никакой не университет. Ну, там, не знаю, какой уж там. А почему? Я не понимаю, что такое национальный университет вообще. Почему БНТУ не национальный университет? Сейчас мы об этом не будем спорить. Это я единственное, что могу сказать. Про это уже много говорено. Много, там, у нас в Москве еще книжка про это есть. Еще есть масса работ, посвященные этим вопросам. Почему для Гумбольдта это было нормально сопрячь национальное и универсальное? Это тоже много где прописано. Почему университет в XVII веке стал кузницей наций, по сути дела, для всей Европы практически. Как они совместили одно со вторым? Но это уже такие прописанные расхожие вещи. Сегодня мы можем только думать о том, насколько для Беларуси актуально возрождать там, стратегии 18 века в веке 21. Об этом можно там думать. И автор, собственно, попыталась показать, что вот, в ее представлении это не совсем вот, возврат тем самым корням и почве, да, там, к возрождению ментального духа народа и так далее, чем там занимались во времена Гумбольдта. То есть, резюмируя уже свое выступление, мне кажется, что текст по задумке, да, в принципе, претендует на аналитичность, на то, чтобы задать для начала вот эту рефлексивную рамку.
своей будущей аналитической работы. Но в связи с как бы, ограничениями по объему и с, опять же, ученическим еще характером где-то текста, он просто не завершен, скажем так, в глобальном смысле. Интенция мне нравится. Окей, Ольга, кому? К вам пока. Вот я правильно поняла, что то, что вы назвали сейчас оптикой и оптикой, допустим, это система координат, это по сути критерии, некие критерии, да, то есть вот за границей, внутри страны, с участием государства, с участием бизнеса и общества. И в принципе эти критерии, вот перечень этих критериев можно было расширять, даже не углубляясь в них. Вот это просто был бы, очерчивалось бы некое поле, с которым в будущем можно было бы работать автору. Да? Возможно, конечно. Просто автор, опять же, был стиснут рамками объема и того, насколько какие-то вещи для нее там более важные, какие менее важные. Поэтому, понятно, идеальной оптики не задашь. Кто-то книжки целые пишет по поводу того, каким должен быть университет будущего, кто-то его там в руины загоняет, как Лейденс. В общем, тема-то необъятная и не паханная. То, что там, да, такой жанр а-ля манифест, где в паре тезисов задается вот это идеальное содержание будущего национального университета, где-то вот это такое утаирование, которое просто необходимо для того, чтобы вообще какое-то осмысленное высказывание было сделано. Иначе можно было ссылаться только там, не знаю, ссылки делать в самом начале на кучу каких-то текстов, уже написанных про университет. Как это делают там в тезисах научных работ. Сошлемся вот работы, такие-то работы были по университету написаны, мы их читали, мы их оцениваем хорошо, вот мы на них опираемся. Соответственно, тогда можно не рассказывать. Можно отделаться одной фразой. Но если это текст в тезисах научных, это один стиль и одно содержание. Если это текст все-таки претендующий на высказывание для более широкой аудитории или для более популярной аудитории, у него должен быть другой формат. Там не сошлешься, как любит Мацкевич, там, читайте мои книжки. Никто не бросится там, бежать и читать. Ни Мацкевич, ни кого-то еще. Не потому что Мацкевич плохой, потому что вообще у нас не любит бегать, читать толстые книжки. Здесь целый есть. Хорошо. Ольга, что-то будете говорить напоследок? Подякую за конструктивную критику и міркування. Это конструктивно называешь, да? Ничего еще не конструктивное с разной ступени конструктивности. А я это не меньше, дякую всем. Хорошо. Тогда у меня еще такой последний будет вопрос к обеим авторам. Вы вообще думаете, вот эти тексты, можно ли так доработать, чтобы куда-то их дальше продвигать? Или для вас это было именно задание, что называется, на открытый формат семинара? Как можно продать? Анастасия может двигаться. Ты даешь отмашку? Или будешь спонсором? А вот Ольга хорошо сказала, что там есть хорошее взять эту фактуру через человека потребляющего. Очень интересно может быть. Кто будет заказчиком? Что заказчиком? Любой журнал сожрет. Конечно, интернет. Журнал. Не национальные средства массовой информации. Вот это слово национальное средство массовой Я информации. не думаю, что Анастасия про белорусскую думку в этот момент думала. Вот, но я как бы спрашиваю, почему. Просто чисто прагматически, все-таки школа подразумевает наша, что люди стремятся писать тексты не только для того, чтобы самим почитать, да, и не только для того, чтобы там друзья почитали. Такая специально подобранная аудитория. Поэтому, если не думали, подумайте на тему того, что как бы эти тексты там для себя довести до работы, чтобы можно было их, не знаю, там на уровне какого-нибудь там, условно, белорусского журнала такого рода издания или еще каких-то
публиковать, чтобы это стало ну, тоже высказыванием на более широкую аудиторию, нежели вот, узкий коллегиум летучего. Он у тебя был комментарий? Да, у меня вопрос к авторам. На самом деле в комментариях, но я имею в виду комментарии Игоря и Саши, да, если внимательно там просмотреть, прослушать, проанализировать, там очень много выходов на то, что можно изменить в тексте, чтобы он лучше заиграл, раскрылся и так далее. Вот насколько для вас эти комментарии значимы? Насколько вы там и собираетесь воспользоваться по тем, что было сказано? Ну, на самом деле, да, комментарии на самом деле были наиболее конструктивными, скажем так. То есть это как рекомендации. Нет, ну реально можно сделать, то есть они не были высказаны в модусе там пожелания, но реально можно что-то с текстом сделать. Очень богатые на самом деле комментарии. Да, нет, а ваше отношение как-то вы с этим как-то будете что-то делать? Надо стало, будут ли они вообще с текстами дальше заниматься. Им это надо, наверное, решить. Ну, это два взаимосвязанных вопроса. Потому что есть от чего оттолкнуться. Если, допустим, думать, куда-то пустить текст дальше, то, естественно, нужно дорабатывать это. Нет, вопрос был не об этом. И, соответственно, с комментариями, с рекомендациями преподавателей, научного руководителя. С рекомендациями ознакомленных. Ну, потому что рекомендации действительно указывали конкретно на недостатки и... Называется рецензент. Мы, кстати, этим еще не занимались, но, в принципе, эта практика тоже возможна. То есть, если есть там желание продвигать свой там текст дальше, дорабатывать, мы можем же и там вторично взять на обсуждение какой-то текст, если он там был концептуально переработан там, или расширен значительно, допустим, или там, поменял какие-то свои важные там, структурные элементы. Мы можем и повторно прийти к этому. Ну или в каком-то рабочем порядке там обсудить. Да. Не обязательно семинара, какого-то такой рабочей коммуникации. Поэтому, если задумаетесь над тем, чтобы эти тексты куда-то двигать дальше, а не оставлять вот высказывания повисшими в воздухе там, и повисшими в этой аудитории, то тогда думайте и выходите к нам с результатами вашего. Если конкретно мой текст двигать дальше, его нужно двигать дальше очень быстро, потому что тема, она... это два вопроса. Месяц она уже будет вообще не актуальна. Как его знать? Я не думаю, что социальные протесты у нас куда-то пропали. А тема актуальна, если ты даешь новизну от открытия. Ну я же раскрываю через события, а события как бы уже... Не. События здесь поскольку уже становятся. Ну да, для аналитических текстов термин это срок годности. Короче, немножко намекают, работать надо. Тема архаичность надо сейчас Хорошими актуальна. синичками заниматься. Все Аналитические тексты. А то у птиц и все. Давай, значит, тему. Окей, тогда на этом официальная часть закончена. Если у кого-то есть еще какие-то неотложные реплики, замечания, комментарии, У меня вопросы. вопрос есть. Вот эти тексты, которые должны писать школьники, они должны быть аналитикой или текстами с признаками аналитичности, или, ну, какие требования, вот, есть ли какое-то формальное, жесткое требование к тексту, чтобы... Вот 4 пункта. У меня А что это за пункты? Что это? Аналитичность, там написано. Ну, когда не успел задать вопрос, уже есть два Откуда они взялись, потому что я их нигде не нашел. Ну, почитай, у вас ссылки там есть. Нет, то, что Барковский вы даете, это я в курсе, мы уже об этом говорили. Я говорю, в Википедии их не нашел. Мы их выработали эмпирическим путем, если это задумка. Меня это и пугает, что это все делается в рамках национального Или рационально все-таки. А можно я переформулирую вопрос Ивана? Иван, если вот так, например, является ли все-таки аналитический текст особым жанром текста? Или сводится ли, скажем, аналитика только к анализу эмпирической ситуации? Нет, это второй вопрос. Поскольку много говорили мы об этом. Если текст обязан быть аналитическим, то следующий вопрос, а что он должен анализировать? То есть что является предметом анализа?
Как бы, в первом случае вроде как ситуация наличествует, во втором вроде как идея. То есть это два разных объекта анализа. И, соответственно, видимо, должны быть применены разные способы аналитического суждения к ним. Ну, это так уже как бы, да. Но я до сих пор как бы не понял для себя, тексты, которые пишутся, еще раз, они должны быть аналитикой или они должны быть с признаками аналитики, то есть с аналитичностью. То есть, Йогурт, йогурт содержащий продукт. Да, то есть как бы они должны быть шоколадом, как бы, или они должны быть шоколадом. Шоколадными, но с наглядными шоколадом. Само понятие аналитический текст – это вообще-то очень условное понятие. Существуют жанры. Любые жанры литературы. Ты сейчас поясняешь задание. Нет, я говорю, у тебя вопрос. У меня вопрос, что это должно было быть, а ты на него отвечаешь? Что должно было быть? Да, что это должно было быть заданием, потому что вы ученики, вам дают задание. Как вы поняли задание? Вот ты сейчас поясняешь, как ты понял задание или что? Нет, это я переформулировал вопрос. Зачем? Мой вопрос переформулировал. Я задаю вопрос, что сам понял. Ты переформулировал вопрос. Я отвечал на другой вопрос. Ты, походу, уже его изменил. Я теперь сижу и думаю, не имеет смысла отвечать на первый или на второй. И вообще имеет ли смысл отвечать? Ты мой вопрос понял? Или нет? Теперь уже нет. Какой из них? Хорошо, давайте, чтобы не множить сейчас вопросы и сущности, опять же, идеал и план реального. То есть в идеале, конечно, мы работаем над тем, чтобы выходить на планку той социальной аналитики, которую мы там себе задаем. И в данном случае мы пытаемся эту планку сами для себя где-то вырабатывать, и вот эти критерии, которые мы тут для себя тоже используем, это тоже попытка хоть как-то ее качественно, количественно отметить. Да? И понятно, что было бы наивно ожидать, что вот прямо все тексты, которые пишутся, они вот сразу будут по высокому стандарту аналитики и, не знаю, текст уровня Хабермаса писаться. А мы об этом и говорили, кстати, в рамках этики. Совершенно верно. Ну, я сейчас не буду уточнять, что мы там говорим в рамках этики, но... Замах этики у нас должны быть социальной аналитикой. Замах, да. Этически ты наш. То есть движемся мы в этом. Еще не от меня. Насколько уже сами тексты... Но я свое мнение выражал. Этика и национальность. На журфаке когда давали. Любой текст описывает какое-то событие. Каким бы текст ни был, если он чему-то посвящен, он уже несет в себе, как выразился Иван, элемент аналитики. По большому счету, всегда интерпретация любого события или факта, это всегда присутствует элемент интерпретации, авторской интерпретации. Поэтому всегда есть элемент аналитики. Вопрос другой, что стандарты, которые определяет Барковский, в данном случае, что высокой социальной аналитики, вот, они жесткие достаточно критерии. Вот под эти жесткие критерии, например, мы все пришли к выводу, материал Ольги не докатывает, хотя аналитика там, естественно, присутствует. Но только не вот в этих жестких требованиях. Хорошо. Я, Иван, попытался ответить тебе на твой вопрос. Мне, чтобы подготовиться на рефлексивному потом семинару, мне нужно в том числе... Я попытался ответить на твои два вопроса. Хорошо, больше замечаний и вопросов нет? Тогда буду очень рад, если в следующий раз мы действительно уже встретимся в рефлексивном формате и какие-то свои впечатления, вопросы, сомнения по отношению к школе в целом или к конкретному продукту, что вы видели сегодня, вы озвучите. Был рад всех видеть.